Вы, получается, ветеран? Ветеран труда. Труда. Я дитя войны, у Слушайте, меня отец вот, погиб, вот, я да, отца да. не помню. Это не моя комната. И получается, вы снимаете вот эту комнату? Конечно, снимаю, куда мне деваться? Всем привет! Сегодня 9 мая. Едем поздравлять детей войны. Сейчас едем к женщине вместе с Викторией от нашего канала. Небольшой презент. Что мы подарим, мы покажем вам, когда придем к детям войны. Ходите. Здравствуйте! С праздником! Ой, спасибо. Ой. Меня совсем, говорю, обрадовали. Хорошо же. Вот, с праздником вас поздравляю. Ой, спасибо большое Ага. вам. Вам чайник подарили? Подарили, вот. Они уже вскипятили. Да? И вы тоже здорово прямо. А мы... Вот такие дела. Ага, вот вам тут чай, мы вам вкусный купили. Ой, Вам как хорошо. подарили. Вот вам букетик цветов тоже, это наш сын сделал, вот. Ну, молодец, Ага, спасибо. ага. Вы, получается, ветеран? Ветеран труда. Труда. Я дитя войны, у Слушайте, меня да, отец вот, погиб, вот, я да, отца да. не помню, не Вот, знаю. вот, я же говорю, вот опять дитя войны получается. Да. Ага. Отец Чурапчи забрали, я-то Усманская. Ага. Ну, вот жили, и мама захотела, давай, говорит, поедем Ага. туда, Мандагай, где отец оттуда. Ну, и только они в 40-м году переехали с двумя, ну, у меня сестренка еще была. Ну, и через год война началась. И вот таким макаром отца в первую очередь забрали. А везде пишут, то Шалахью забирали, то оттуда. Никто ничего не знает. Мама как мне рассказывала, ну вот, как по ее рассказам, как будто он меня нес, как будто я помню. Ну, тут подсказывала, а так лица ничего не помню совсем. Да, вам, получается, 3 года же было, да? 4 уже. 4 уже было, да? 4 уже, ага. 4-й год был, да? Мне 3 года было. Вот, я же, да. Да, а отец, а война-то... Нет, когда война началась 4 года, когда мы переехали, мне 3 года было, сестре 2 года. Потом мама там еще родила братика. Ну, короче говоря, так. И отца вы не помните, да? Отца не помню. Потом, когда я в МОМе работала, приехала, фотографии, оказывается, привезли. А я тогда, еще в Абые, когда работала по совете секретарем, меня избрали там, я весной окончила, поехала работать. Через полгода меня туда по совет забрали. И вот когда вот ребята в армии едут, когда приезжают, они все у меня на учете. Ну, я думаю, дай-ка чем сидеть, я говорю, вооруженным силам напишу в Москву. И в 1964 году написала, ответ пришел, что он, Федор Александр Григорьевич, погиб. Новгородская область, Лужковский район, село Водолеево. Хотя по фотографиям совсем другие люди сидят там. Абсолютно. И то это, я когда сестре отправила, я говорю, вот когда приеду, отдай, говорю, Чурапчинцам, говорю, нашим родственникам. А сестра-то не дала. Говорит, у меня дети растут, может, они вот, ее старшая дочь выросла, в типографии работала, окончила на Новосибирской типографии институте, или как называется. Ну и, короче говоря, она пока работала, вот эту фотографию, когда чурапчинцы отдали, вот она фотографию и эту газету сестре сюда вроде отправила. У меня есть сестра на 202-м живет, родная. Ну вот она после строительного института работала на заводе, потом уже и в Гулинском округе была и заместителем. Потом это все, когда закрыла, ЖКХ работала. Потом начали это юбилейно, стали это книги издавать, все. И вот она все, эти фотографии, эту книгу, все, книгу памяти. Вот благодаря ее-то только так. Вот такие дела. Тогда, получается, вы туда не ездили, да, вот где отец захоронен? Не было, Нет, да? откуда я во что самолете боялась, абсолютно. Я даже единственного сына родила, и то никуда его не пускала. В армии даже туда съездила, когда он в Чите служил. 2 недели там жила. А Вот. сын где, здесь живет? А его парализовало, как, Да? как сказать, ну инсульт был. Ну, внуки у меня. 4 внуков, один умер. Молодец еще от рака крови.
от лейкоза. И теперь это двое здесь, ну, одна дочка здесь. Короче, одна внучка здесь, другая в Бурятии живет. Но она сейчас приезжала, вот пока сестра с мужем ездили на Кубу, отпуск брали. И мать не любит приехала. А внук старший у меня так и не женатый, и вторая девочка не женатая. Все, короче говоря, еще он, когда бы он там в Таиланде живет. Это не моя комната, Как некого, ну как сказать, когда я в МОМе жила, у Ага. меня же квартира была однокомнатная. Потом сын приехал сам, сразу женился Ага. на Нюрбинской. Мгм. И оказывается, им дали трехкомнатную. И мою комнату они забрали, так что я уже без квартиры осталась. Сколько плакала. Они говорят, вы должны жить, говорю, с детьми, и все. Насильно меня это. Получается, вы снимаете вот эту комнату? Конечно, снимаем, куда мне деваться. А мэрия в курсе, управа в курсе? Прописка в Нюрбе, В Нюрбе. поэтому близко не подпускает меня. Так что я снимаю, вот в прошлом году сюда переехала. До этого я на Петра Алексеева жила. Хорошая была комнатка там, 5 лет жила. Тоже снимала. Дитя войны вынуждена мотаться по съемным квартирам. На старости лет жить в таких условиях, ну, это просто невыносимо. И отношение властей к детям войны, ветеранам труда, наплевательские, можно даже сказать. Я со слезами на глазах слушал историю женщины. Мое мнение, они просто не нужны. Лишь только для отчетности вспоминают в праздник. И больше о них забывают. В один день только вспоминают. Мне обидно за таких людей, которые замалчивают и не хотят выносить ссоры из избы, не хотят огласки. Больно и противно. Ветеран труда, я Да, труда, да? Ага. Ну вот мы сегодня ходим, поздравляем, мы независимые блогеры. Ну, я, видите, доченька, до 46-го года Ага. в Якутске родилась, выросла. Это, короче говоря, моя родина. Так, сама я с Кобяйского. Подарок. Спасибо, моя маленькая. Спасибо, родная. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Как вы ни в чем не нуждаетесь? Или как? Так, доченька, я с соцработником разговаривала, Мгм. хочу попросить. Никогда помощи не просила в жизни. Мгм. Но хочу попросить. Это у меня полы падают, но Мгм. пока снесут неизвестно, чтобы мне Мгм. помогли ремонт маленько сделать и все, больше ничего. Лишь снимать. Все, Ага. видите, как полы падают. Инвалид второй группы, я ветеран труда. У меня в трудовой всего-навсего запись. Кобяй, ну, Сангары, Якутск. Всего лишь 2 записи, да? Да, всего 2 записи. 50 с лишним лет стажа. Трудовая у меня с 50-го года. Угу. Ну, там справки еще есть. Вот это же раньше давали с 18 лет же. О, я вижу, тут у вас все запенено. Все да, это мне попросила. Все дует. Вы знаете, зимой здесь все у меня. Я, правда, ногами-то плохо хожу. Ага. Вот врачи приходили, вот туда Мгм. помогли. Вот это все от меня тут и сделали. Вот так. И там стенка, а это вот так вот отходит. Вот так вот от пола. Вот там, вот, с той стороны, да? Вот если бы, Да. вот, зрители, Дом сел, сильно смотрите, сел у нас, дом видите, сильно сел. насколько кривой дом, он в любой момент может рухнуть. Ну, нас же снесли, землю-то забрали, должны были еще Ага. в каком-то 18-м. А сейчас я никогда не просила. Мгм. Ну, сейчас я хочу просто попросить, чтобы мне помогли. Мгм. Хотя бы, знаете, чем досками. Мгм. Хотя бы досками. Стройматериалами. Мгм. Да, я бы тут, знаете, да и вас бы попросила примерно Мгм. любого соседа. Мгм. Мне бы сделали. Мгм. Вот. Помогли бы. Вот так вот. Все, двери вот, правда, сделали. Уже пока закрываются и открываются. Мгм. Вот. А так все падает. Все. Там, доченька, тоже все это такое вот. Да? Вот я вам сейчас
Вон, да, если приглядеться, друзья, можно увидеть улицу. То есть там стена ушла. Ну, упала стенка, но мы ее сделали маленько. Да уже смотрели, делали. Да? Ну вот, но мне Откуда сказали, приходили? строительный округ. Ага. Ну вот, теперь я вот сейчас вот можно уже ходить. Скользко же было, я не Мгм. могла. Мгм. У меня соцработник очень хороший. И сказала, мы с ней сходим вот этот в округ и Мгм. поговорим там. А Мгм. может, что-то Мгм. мне помогут. Была бы моя организация «Нефтегаз Геология», я бы, М. девочки, бы и горе не знала. Мне бы Мгм. всегда помогли. Мгм. Потому что я сама раньше ходила, когда наши на пенсию уходили. Вот, Мгм. все помогали, ходили, квартиры делали и все. Мгм. Вот, Мгм. вот так вот. Ну ничего, потихоньку, помаленьку. Снесут, может быть, к 30-му году. Ну, они, Вы как вообще всегда. дом ставят аварийным, признают, нет? Вот, многие ходили, уже сейчас Мгм. признали его и аварийным. Мгм. Мгм. Там снесли, дали. Мгм. Хорошие дома поснимали. Мгм. Вот наш дом остался один. Мгм. Нет, один, там еще один такой же есть. Мгм. Вот и все. И вы Все ждете, варится. да? У нас вода здесь, в мае месяце нас затапливают. Вода прямо вот до сюда, вот. Вот, я еще вот тоже хочу Ага, попросить, вот, чтобы вот. мне соседи Ага. сказали, вот это отодвинем. В прошлом году нас в мае месяце залило все. Все залило, и там вода. Мгм. Была вода, да. Вот прямо вот сюда вот заходила вот вода. Коридор полностью. Вот та квартира, моя квартира. Раз, два, три, 4. И там вот тоже живу 20-я квартира, тоже такая же. Вот низкая здесь говорят. Вот видите, шатается. Вот после, когда надо стала затоплять, и стал у нас пол валиться. Вот в этом году у меня вот тут, я иллюминиум А постелила, откачивали как сами, либо а управляющая вы компания? знаете, сами, а потом управляющую звонили. Вот поначалу мы сами, потому что она стала топить, с утра А домой пошла. Мгм. через сколько управляющая отреагировала? Сразу? Ой, я, знаете, не помню, ребята, это было в прошлом году. А в этом году А было? в этом году еще пока Бог милует, вы что, мои хорошие, ну еще только дом, а мы же, у нас же по дому вода, еще только тает, будет, конечно, Будет, да? конечно будет. Вот затопляло в апреле месяце в ту сторону, там вода была. Ну, до нас пока не дошла сюда. Тут там квартиру 20-ю затопляла, мы тоже вызывали, вот, приходили. Мы даже купили этот, как он называется, вот, А, насос, да? насос купили, да. А, сами жильцы, да? Сами купили, с пенсии купили. О, с пенсии Да, насос покупаете. купила, а попросила, чтобы не купили. Прям насос. ваш личный, да? Да. Вы купили с пенсии. А потому что остается Ага. делать? Топит же ведь. Мгм. А когда топит вода-то, ну вот, правда, топила первый раз, только я здесь живу, с 2006 года. Первый раз топила. Вот, ну еще в этом году еще ждем. Мгм. Вот. То есть еще будет. Да. Конечно, еще тут тает только. Вон только в палисаднике вода. Она вся же под дом пошла. Снегу-то очень много было. Вывозили. Ну, мне помогали тоже вывозить. Потому что это... А сами вывозили снег? Я-то как буду, сынок, я же не хожу ногами. Да, снег сами вывозили? Сами, нам никто не помогал. Соседи вот так собирались и вывозили сами. Вот, мужики возят своих, убирал свой, вот, допустим, он убирал свой в своем палисаднике, как своих, и мне также сделали. Там мы выходили. А Так какая, что- а какая у вас управляющая компания? А вот сейчас я вам не скажу, у нас строительная. Мгм. Вот, а сейчас нас почему-то, я когда ходила последний раз, нам сказали, это не мое дело, это не моя, это, допустим, вы занимаетесь. Двери видели какие? Тоже мы сами ремонтируем. Все сами делаем. А нынче ремонтировать их некуда, потому что там уже приливать гвозди даже некуда. Честное слово, я вам клянусь, я что-то это говорю. Вот я не вру ни капельки. Хотите верьте, хотите не верьте. У меня вода была вот до сюда вот. Все здесь у меня в воде было. Все мне отодвигали. А я оттуда воду вот так вот. Тряпку брала на тряпку, на это делала, на тоненькую. Вот такой, что прошла туда. И оттуда тряпкой все вымачивала.
все, здесь была вода. Вот я вам говорю, прямо вот так вот. Там оттуда сюда шла вода. И вот Вообще видите, вот- какой пол стал у нас там тоже. С управляющей компанией кто-нибудь к вам приходит? Никто не приходит с управляющей компании, никто. Мгм. Никто не приходит. Никто, девочки, не приходит. В газете я вот прочитала, что самый грязный у нас этот, ну, двор. А кто его? Я здесь ни разу дворника не видела. А ведь это все мы сами убираем. Я ставлю стульчик. Не то, что я одна. Вот еще бабушка была тоже умерла 8 Поверьте, числа. у вас не самый грязный двор. Есть еще хуже. Сейчас, конечно, мы зашли бы, знаете, хотя бы вот, ну, месяц назад, вы бы сюда бы не прошли бы даже. А то есть имеете в виду грязь, лужи, да? Да, вот грязь, лужи, потом вот эти вот, все тут ремонтируют машины-то вот эти-то вот, все туда кидают же, все. Строители 14, а квартира 3.